Первый вопрос был посвящен проблеме вывоза мусора с территории города Якутска и вообще в целом по центральной зоне Якутии. Мы постарались услышать все заинтересованные стороны, приглашали к диалогу всех, и представителей органов, и представителей муниципалитетов, представителей органов, я имею в виду надзорных, федеральных, республиканских, пригласили переводчиков, пригласили оператора и дали возможность высказаться всем. По итогам состоявшегося мероприятия нами будут составлены рекомендации, я имею в виду совместно с ОНФ, будут составлены рекомендации в адрес соответствующих органов и структур, то есть какие-то в адрес правительства, какие-то в адрес муниципалитета, какие-то в адрес непосредственно регионального оператора. И мы направим их и будем ждать ответа и будем контролировать исполнение. Вот это самое главное, это постконтроль. Потому что можно сколько угодно подписывать бумажек, сколько угодно их направлять, но если по итогам нет контроля за исполнением, если не получены ответы, если нет действий, то это была бессмысленная работа. Вот мы постараемся, чтобы наша работа бессмысленной не была. То есть региональным операторам было предложено перечень санитарных точек с количеством установленных на них баков, с периодичностью вывоза, ежедневного вывоза. И после того, как мы весь этот объем вывезли, а, собственно, убедиться в этом могут и все жители нашего города, с января по 28 февраля, по сути дела, нареканий по поводу вывоза отходов у нас не было в городе. Вот. И после того, как мы эти работы исполнили, региональный оператор у нас весь фактически вывезенный объем не принимает, а говорит, что он может принять у нас только объем, который прописан по нормативу, утвержденному МинЖКХ. Норматив на сегодняшний день установлен на одного человека. Он составляет 1,86 кубических метров в год. А, к сожалению, у нас нет единой системы, данные биллинга не соответствуют реальным фактам по количеству проживающих, не учтены объемы юридических лиц, которые находятся в первых этажах и вторых этажах жилых домов, и используют санитарные точки жилого фонда для размещения, для накопления своих отходов. То есть фактически данный перевывоз составил 2/3 на сегодняшний день. Хотя данные регионального оператора разнятся с каждым днем. У нас сначала принималось объемы на 6 миллионов, сейчас уже на 8 миллионов. Ну, поживем, увидим, может быть, все-таки он созреет до реальных объемов. Вот так. Я скажу, что позиция Народного фронта, прежде всего, думать о городе, что чистоте города горожан. А горожане, конечно, и предприниматели. Здесь сидящие, и ни в коем случае предприниматели не должны пострадать. В целом, что есть заинтересованность, я думаю, что вопрос компромисса правильно было отмечено, ни слова неправильно произнес, но решение мы обязаны найти какое-то решение. Первый вопрос. Почему строительство полигона о будущем мусороперерабатывающего завода должно финансироваться за счет населения, предпринимательства, а не государства? Значит, я вам докладываю, что 89-й закон об отходах производства потребления, он имеет две таких явно выраженных направленности. Первое. Он говорит о том, что образователь отходов должен за это платить. Это такой, у него такой, значит, первая такая основная мысль. А второе то, что максимальное количество вторичного сырья, которое может быть выделено из мусора, из общего потока мусора, должно быть выделено и направлено на дальнейшую утилизацию, то есть переработку. Утилизация — это не захоронение где-то, да, не размещение отходов, а именно переработка, а не утилизация. Поэтому все объекты, которые будут построены в будущем, да, и которым будут пользоваться вот мы с вами, как живущие в данный момент времени, они должны быть построены за наш с вами счет, потому что мы этот мусор образуем. А вот, например, рекультивация старого полигона на 9-м километре, как бы, да, поколение до нас, люди 40 лет им пользовались, поэтому эту рекультивацию за наш с вами счет проводить как бы не совсем справедливо и неправильно, поэтому государство у нас, Российская Федерация, выделяет по целевым программам, например, по целевой программе «Чистая страна», деньги на рекультивацию этого полигона. Я могу ошибиться совсем в точной цифре, по-моему, 570, по-моему, 5 или 6 миллионов рублей выделяется на это мероприятие, а именно федеральных бюджетных денег. Значит, второй вопрос. Почему построенный в будущем полигон будет находиться в частной собственности, в
В случае ликвидации или банкротства построенный завод пойдет на погашение задолженности. Я вам докладываю, что инвестор вкладывает деньги в строительство нового полигона, ну и, соответственно, мусорообрабатывающих предприятий. Возврат этих инвестиций будет происходить как раз из тех тарифных денег, тех тарифных средств, которые платит человек за образование отходов. До какого момента или срока стоимость строительства будет оплачиваться за счет населения, предпринимателей и снизится ежемесячная плата за ТКО после введения всего комплекса? Да, плата снизится на тот процент, на который мы сможем выделить вот именно те полезные фракции из общего потока отходов. Именно на эту пропорцию снижается у нас плата за НОС, негативное воздействие на окружающую среду. Это налоговый вычет, который, значит, наше государство ввело вот именно для компенсации негативного воздействия на окружающую среду. То есть если мы уменьшим на 20%, то на 20% этот неналоговый вычет уменьшится. Так, будет ли оказывать финансовую помощь российский экологический оператор, федеральная организация, которая выступает с инвестором при создании новой инфраструктуры региона? Значит, эта новая структура пока только на стадии формирования находится, насколько я знаю, не буквально, может быть, и месяца не прошло, как это устав приняли. Вот, поэтому никаких данных по тому, что они будут оказывать конкретных данных, такую финансовую помощь, у меня не имеется. Но хочу вам сказать следующее. То, что писали в СМИ, этот орган как раз нужен для того, чтобы регулировать действующее законодательство, да, выступать законодательной инициативой, разрабатывать вот такие федеральные целевые программы, оценивать их и распределять средства бюджетные внутри таких программ. Если наши проекты попадают под эти показатели этих целевых программ, то да, конечно, они нам окажут финансовую помощь. Под нами, я имею в виду всех нас. К мусорной реформе готовились 2 года, но почему-то никто из принимающих решений не заботился старым полигоном, не поставили весы, не провели фактификацию, не промониторили за эти годы фактически объем заводимого мусора. Значит, я вам докладываю, что весы есть на полигоне, значит, они не установлены по той простой причине, что зимой это сделать невозможно. Для промышленных весов нужна специальная площадка, специальный бетон, который достаточно четко, как вы понимаете, выравнивание по горизонтали. Все это время занимает, в условиях средней класса я занимался этим вопросом на Корее, занимал 3 месяца. Подготовка специальной площадки, проектирование, установка этих самых весов. Фото, вернее сказать, не фото, а видеофиксация на полигоне существует. Но фактически объем завозимого мусора тоже не все так просто. Дело в том, что считали раньше этот завозимый мусор по объемам. Существует решение судов неоднократные, что этот объем считается по фактическому размеру кузова. И мы все при этом знаем, что мусор мусоровозом допрессовывается. Да? На какой коэффициент зависит от состояния техники, от ее модели. Он может и в 1,5 раза спрессовать от самого мусора, и от времени будет, от влажности, и от температуры. Соответственно, может быть в 1,5 раза допрессован, а может и в 6. Но везде раньше на полигоне считали по геометрическим размерам кузова. Потому что есть подобные решения судов. Никита Вячеславович, чтобы понять, где сколько выбрасывают, подобрали критерии категории, вывели норматив, и сейчас бы не встал вопрос, а правильно ли объем увезенного мусора перевозчиками за 2 месяца, а ГКЦ конкретно объявил тарифы на мусор, пока все с потолка. Но сразу хочу сказать, что у нас Министерство ЖКХ не все с потолка, потому что у нас существует установленный федеральным законом порядок определения нормативов образования отходов. Существует целая научная работа, проведенная в прошлом году, разыгранная по конкурсу с соблюдением всех имеющихся требований законодательства. И эта работа по определению нормативов образования отходов, она существует, и данные, в том числе ГКЦ, взяты из нее. Если кто-то хочет ее опровергнуть, то для этого существует принятый и установленный законом процедурный порядок, пожалуйста, опровергайте, вносите изменения. Так, следующий вопрос. Среди предпринимателей активно обсуждается вопрос переработки отходов. У нас в городе в основном все имеют паспорта 4-5 категории опасности, то есть безопасный картон, бумага, пленка, старая. Согласно постановлению 1575, она не подлежит захоронению. С 1 на 1 19 мы нашли ИП, который собирает на свои диски эти отходы.
Причем забирает бесплатно, начала забрать, спрессовать, разложить аккуратно для быстрой погрузки. Однако все контролирующие органы ГКЦ объясняют, что мы не имеем на это права. Все должны заключить договор с единым оператором или перевозчиком, который имеет лицензию, хотя перевозчики не горят желанием с нами работать. Я вам докладываю, что действительно, если предприятие, мы имеем в виду, что торговые предприятия, крупные центры, да, я правильно понимаю, образуются большие объемы упаковочного картона, то это предприятие может паспортизировать свои отходы, указать, что это безопасный 5-й класс опасности, и поступать с этим картоном так, как ему заблагорассудится. При наличии, разумеется, паспорта отходов никому это не возбраняется делать, в том числе и могут сдавать на дальнейшую работу, например, под Петров. Я вот вижу в этой зале, в прошлом лет активно занимался этим вопросом, то есть, пожалуйста, все условия для этого созданы. Что касается запрета размещения тех или иных отходов, что касается конкретно картона на полигоне, я вам докладываю. В законе написано чистый картон и бумага. Чистый картон и бумага у нас после того, как они прошли магазины наши и большие предприятия, не образуются. То есть наклеиваем скотч на картон, вот он уже не чистый. Пролили, не дай бог, масло, это просто воду пошел с какими-то грязными ногами, он уже тоже не чистый, пожалуйста, можно выключать, не прикольно. Так, следующий вопрос. Вчера на заседании Гордума обсуждался вопрос тарифа и вывоза мусора. Я задал вопрос, почему город закупил контейнера для населения 500 штук, а предпринимателям отказывают в заключении договоров на вывоз мусора до тех пор, пока не купишь контейнер. Почему мы не должны покупать, если закупка, наверное, сидит в тарифе? Я вам докладываю, что, опять же, по постановлению 1156 у нас, ну и по федеральному, конечно, закону 89-му, а на муниципалитет накладывается обязанность организации содержания мест отделения отходов, то есть санитарных площадок. Это внесено, так сказать, на муниципальный уровень. Поэтому в рамках этих законодательных актов город закупил 500 штук контейнеров, которыми может распоряжаться по собственному усмотрению. Да? Что касается предпринимателей, которые должны закупать контейнера, никогда такое требование не выставлялось, оно на самом деле незаконно, и выставлять эти требования мы не имеем права. Да, мы не законодатель, что вы говорите, где вам что ставить и где вам что не ставить. Мы вас можем попросить купить контейнер, если у вас большое количество отходов. Потому что у нас возникает вопрос, если у вас такое количество отходов, куда вы деваете? Носите на ближайшую санитарную точку близлежащих домов, например, отходы, которые производятся фруктовыми ларьками. Это очень большое количество отходов. Маленькие предприятия никто не заставляет, понимаете? Если маленькое предприятие поставит рядом с собой контейнер, то рано или поздно появится сотрудник окружной администрации, который задаст вопрос на основании. Правильно? Правильно. Ну, правильно, совершенно справедливо. Ну, уважаемые товарищи, ну согласитесь, это даже как-то странно звучит, требует от маленьких предприятий ставить контейнера. Ну, надо же ориентироваться всегда на объем производимых отходов и делать это как удобно. Так, как установить контейнер возле НТО? Что делать с договором по вывозу на штук НТО? Который находится на первой линии в центральном Октябрьском округе. Как быть магазин на шаговый дом? Вот мы уже говорим об этом. Давайте я немножко поясню. На прошлой недели назад уже городским округом было принято постановление, утверждены правила формирования схемы контейнерных площадок, который включает в себя в том числе и вот решение этого вопроса, как быть, если установка контейнера нарушает действия Санпина, которые говорят о том, что мы не должны ставить контейнер ближе 25 метров от дома и дальше 100 метров от дома. Да. В этом нормативном акте описывается, как необходимо подавать заявки и так далее и тому подобное. И, что касается нарушения этого Санпина, то создается межведомственная комиссия, куда входит, соответственно, представитель округа, представитель окружной администрации, туда входит представитель Роспотребнадзора, туда входит местный депутат обязательно,
И они внутри комиссии принимают решение, согласно которому разрешают или не разрешают установку контейнера в точке с нарушением вот этого правила Санпина 25-100. То есть этим образом легализуется вот эта вот самая санитарная точка. Мы понимаем, что у нас есть проблема, наверное, 95% санитарных точек в городе, когда в центре города не выдерживается правило 25, то есть контейнер стоит ближе до 25 метров к дому жилищным, а в ИЖС не выдерживается правило 100, когда, значит, контейнер удален больше, чем на 100 метров от дома. Следующий вопрос. По прошествии времени прошло после обсуждения 2 недели, как сейчас смотрят руководители Якутской сети по поводу сортировки мусора, куда девать, если включать договора на утилизацию опасных отходов. Значит, по поводу сортировки мусора. Я боюсь снискать гнев здесь присутствующих на себя, но лично я всегда говорил о том, что я против сортировки мусора непосредственно у образователя отходов, и я докладываю почему. Первое, самое важное. Законодатель у нас не накладывает на нас обязанности, да, на образователя отходов этот мусор сортировать. То есть все делается на, так сказать, общественной инициативе, кто-то хочет, кто-то не хочет. Во-вторых, если мы будем сортировать отходы непосредственно в месте их образования, то их придется, соответственно, складировать не в один контейнер, а в 4, если мы 3 фракции выделяем. А в результате все это все равно приедет на мусоросортировочный завод. К чему я все это говорю? Даже если мы отсортируем отходы в месте их образования, их все равно придется пересортировать. Это называется входной производственный контроль. Так что нет разницы. Будем мы сортировать в месте образования, не будем мы сортировать в месте образования на мусоросортировочном предприятии, это все равно будет пересортировано. Следующий вопрос. Может быть, в настоящее время город разработал схему санитарных точек для пригородных магазинов, НТО частных садиков, которые не имеют места для установки, и разработали условия, которые были бы выгодны для их эксплуатации. Наша забота должна быть в том, чтобы условия деньги бизнеса улучшались и не ухудшались. Если это санитарные точки будут выставлены счета заявленных как запретное действие, то бизнес не пойдет, надо учитывать момент кризиса. Ну, я уже, наверное, ответил на этот вопрос ранее, когда я сказал, что город разработал процедуру легализации, значит, санитарных точек, которые должны быть установлены с нарушением действий требований Санпина. Если вы задержитесь на минутку, мы с вами в этом зале встречаемся не первый раз. На предыдущем заседании Координационного совета были 2 вопроса, на которые вы на один не пожелали ответить, на второй предоставили нам информацию, которая оказалась, мягко говоря, недостоверной. Вот я все-таки задам вам тот вопрос, от которого вы уклонились. Смотрите, в вашем тарифе 30%, порядка 30%, это капитальный расход, это те средства, которые вы собираете с населения для того, чтобы оплатить кредитные ресурсы, которые вы привлекаете для того, чтобы построить там новый мусорный полигон. При этом мы задаваем вам вопрос и не услышали, где вы привлекаете средства, в каком финансово-кредитном учреждении и под какой процент. Все-таки, будучи горожанами, которые оплачивают этот ваш кредит, мы хотим знать. Поэтому, пожалуйста, в прошлый раз вы просто отказались нам отвечать, сейчас можете ответить. Но процент у нас известен, и установленный Госкомцен, это ставка рефинансирования плюс 4% пункта. А те организации, которые мы привлекаем, эти инвестиционные средства, ну, я вам еще раз повторю свой ответ, я вам не буду давать комментарии по этому поводу. Деньги мы платим, а кому платим? Можно вопрос? Да, давайте отвечу, чтобы раз уж так это резко прозвучало, что вы возмущаете, хорошо. На самом деле мы еще не привлекаем инвестиционные средства, да, потому что строительство полигона еще не началось. Оно начнется после того, как мы сдадим наш проект, будет в июле месяце. Проектная сметная документация закончится. После этого они, эти средства, и будут включены. Вот такая мы дам ответ на этот вопрос. А сейчас боюсь говорить. Деньги уже берут сейчас. Второй момент. Мы с вами встречались, был вопрос о договорных отношениях, в том числе с субъектами малого предпринимательства, и наборсмусор и так далее. И вы нам сказали, что договора вы менять не вправе, что они, значит, составлены по нормативам, спущенным в МИД ЖКХ, и никаким корректировкам не подлежат. Мы сделали специальный запрос в Министерство ЖКХ и энергетики и получили ответ
подписью исполняющего обязанности министра господина Емельянова о том, что в части корректировки договоров, согласно части 5 статьи 24.7 Федерального закона номер 89 КЗ, договор может быть дополнен по приглашению сторон иными не противоречащими законодательству положениями. То есть вы вполне можете вносить в договора корректировки и уточнения, если есть разногласия по проекту договора наказания. Виталий Валерьевич, я думаю, у нас ведется запись нашего заседания. Я вам в прошлый раз ответил, на самом деле, несколько раз повторил всем присутствующим, что типовая форма договора составлена исключительно не Министерством ЖКХ, а исключительно центральным аппаратом Министерства о строительстве и ЖКХ в городе Москве. И является неотъемлемым приложением того соглашения, которое подписывает РЭК-оператор и Министерство ЖКХ. Понимаете, в чем дело? Вы считаете, что Я закончу. Дело в том, что на это есть документы, да? У нас есть федеральный закон, который это подписывает дело. Но вы совершенно правы в другом. Да, мы потом посмотрели документы, мы действительно по соглашению сторон по Гражданскому кодексу можем внести необходимые изменения в этот договор. Никаких вопросов нет. Под учет специфики того или иного предприятия мы этот договор поменяем. Вот вы сейчас сказали, что вы можете вносить изменения в договор, да? Что такое тариф, что туда входит? Сбор мусора, вывоз мусора, уборка рядом с контейнером, утилизация самого мусора, да? То есть несколько составляющих. Если вот мы столкнулись с тем, что у предпринимателя может некоторых этих составляющих не быть. Например, сбор мусора, контейнер у него может быть свой, да? Вывоз мусора. То есть я могу заключить договор с транспортной компанией, у которой есть лицензия. Ну и свести самостоятельно план на полигон, то есть чистой утилизации. Или, может быть, такие варианты, что вообще нет отходов. С этим тоже столкнулись, и предприниматели спрашивают, что в таких случаях делать. Да, спасибо за вопрос. Смотрите, какая ситуация. Ответственность, ну это опять же постановление правительства 1156, ответственность регионального оператора наступает с момента погрузки ваших отходов в специальный автомобиль. Если что-то рассыпалось при именно погрузочных работах, то региональный оператор этот рассыпанный мусор при погрузочных работах из контейнера в автомобиль должен убрать. И вот с момента того, как мы его загрузили в автомобиль, начинается вот эта работа и ответственность регоператора за эти отходы. Все остальное время, допустим, строительство контейнерной площадки, закупка этих контейнеров, все это ложится на вас, как нам подавать отходы, как на юридическое лицо. Можно вопрос задать? Александр Жолоковский, член штаба ОМФ. Мы все хорошо понимаем, что ваш бизнес – это очень прибыльный бизнес. Я читал в газетах, что там 49% на 51, 49% муниципальная, 51% это эстонская фирма там или какая. Я просто хотел вас спросить, вот учредитель, который владеет 51%, сколько он уложил собственных средств? Потому что вы прекрасно понимаете, что люди думают, что пришли ребята с ручками там и так далее. Вот это я хотел узнать. Ну, я вам докладываю, значит, по поводу тех огромных доходов, да, которые имеет наша фирма. Дело в том, что в тарифе доходы, маржинальность регионального оператора не предусмотрена совсем. Это незаконно. Я закончу свою мысль. Послушайте меня, я отвечаю на ваш вопрос. Иначе говоря, если вы разложите тариф, вы не увидите там вознаграждение регионального оператора. Этой статьи просто нет. Это первое. Второе. Да, у нас действительно 51% нашего предприятия принадлежит эстонской фирме, которая называется Fermers Construction. Она ассоциирована с финским производителем, крупным финским производителем мусороперерабатывающего оборудования, называется эта фирма Lintec. Значит, этот консорциум, значит, в свое время выразил желание построить полигон мусороперерабатывающих предприятий в нашем городе, и чтобы защитить свои инвестиции, разумеется, приобрел 51% в той фирме, в которой он собирается вложить несколько сотен миллионов рублей. Согласитесь, это разумно и правильно. Значит, что дает нам, помимо того, что мы получаем средства от финской компании, от финско-эстонской компании на развитие бизнеса, да, вот этого
Они продают нам свое оборудование по цене в 2 раза ниже рыночной. Ну, не в 2, немножко поменьше, но все равно разница очень значительная. Вот, я достаточно ответил на ваш вопрос. А вот скажите, сколько на сегодняшний день они уложили денег? Это на завтрашний день я в принципе слышал, да? Я просто немножко тоже информацией владею. На нас выходили германские фирмы, тоже выходили Арсений Сергеевич еще, когда мэром города. Вот я хочу понять все-таки. Деньги. Сколько денег вы вложите конкретно? Деньги. Сегодняшний день. Деньги поступают согласно инвестиционного плана. Они поступают не просто так огромные большие суммы, чтобы мы ими распоряжались, как хотели. Сегодня они вложили 20 миллионов рублей в настоящий момент для разработки проектно-сметной документации на новый полигон. Проектно-сметная документация – это дорогое удовольствие, как вы видите. Это большая работа, делается она почти год. Вот с августа месяца мы начали, в июле закончим, учитывая прохождение всех экспертиз. Я хотел бы задать один вопрос, Денис Валентинович. Как я понимаю, в соответствии с действующим законодательством, региональный оператор это все-таки ресурсоснабжающая организация, которая оказывает коммунальные услуги. И вот раз идет разговор про инвестиционную составляющую в вашем тарифе, правильно ли будет деятельность регионального оператора рассматривать как деятельность любой другой ресурсоснабжающей организации? К примеру, когда предприниматель, либо же физическое лицо обращается, к примеру, в водоканал за получением технических условий, оплачивает технические условия, и за счет этих технических условий водоканал в течение определенного периода, 1,5-2 года, производит подключение к сетям. Здесь принцип такой же, то есть аналогия, как я понимаю, правильно? Ну, в принципе, в общем и целом вы совершенно правы, да. Давайте я остановлюсь на тарифе, я так понимаю, все волнуют деньги, все, что платят. Каким образом у нас снабжает оператор? Чистотой, что ли, или что? Какой ресурс вы имеете? Говорю, безопасность. Но поговорим про тариф, нет? Да. Да, хорошо. Я вам докладываю, что тариф разрабатывался не нами. Вот нас часто называют монополисты, монополисты устанавливают какие хотят цены, что хотят делать. Но на самом деле я вам докладываю, что мы не монополисты, потому что мы не устанавливаем цены на обращение с отходами в этой отрасли и вообще нигде их не устанавливаем. Значит, это государственно регулируемый платеж, состоящий из нескольких элементов. Соответственно, если вы хотите и считаете, что этот тариф слишком большой, да, что он не соответствует какой-то части требований чайного народа, я предлагаю, разумеется, внести изменения в этот тариф. Мы можем создать с вами согласительную комиссию, да, включить представителей городской администрации, допустим, на уровне главы города или заместителя курирующего этот вопрос. Мы можем включить туда представителей Госкомцен, мы можем представителей общественных организаций включить, пожалуйста, того же самого Координационного совета по предпринимательству. Можем включить других, тех общественных деятелей, чиновников, которые вы считаете нужным. И, соответственно, вот создав такую рабочую группу, этот тариф пересмотреть в том или ином плане. И вот эти сегодняшние проблемы в части, скажем, переполнения баков, это болезнь роста. Да, с 1 января по 28 февраля город был в надлежащем состоянии. Никто его не замечал, что какие-то есть проблемы. Отмечалось это все на всех уровнях государственной власти, в СМИ, в обществе и на федеральном, кстати, на федеральных площадках. Мы один регион из немногих в России вошли в реформу незаметно. Незаметно, потому что это не заметили горожане. Незаметно, потому что это не заметили СМИ. Незаметно, потому что мы работали с 1 января и были готовы к этому. И когда некоторые говорят сегодня и передергивают факты, что не велась работа, ни подготовка не была, надо с этим быть осторожным. Очень осторожным, потому что та работа, которую провела администрация сегодня, надо отдать должное с Министерством ЖКХ. И вот эти 5 дней это не показатель того, что у нас не делается ничего. Хочу отметить о том, что мы на сегодняшний день в части работы с законом, который нам спустили, делаем все, что можно, и даже больше. Мы мало того, что выполняем закон, мы еще и договариваемся
Мы являемся арбитрами между предпринимателями. Хочу вам сказать большое спасибо в лице перевозчиков, которые с 1 января вместе с нами, с раннего утра, находились уже на полигонах и находились на территории города Якутска. Замечу вам, сегодня вывоз мусора в городе, по нашим данным, не превышает, особенно, практически такой же, как и в обычные дни. 12 тысяч кубов в неделю. Да, есть проблемы. Я не оспариваю этого и не собираюсь никого выгораживать или выставлять. И проблема эти сегодня заключается в следующем. Сегодня из большинства предпринимателей, которые зарегистрированы на территории города Якутска, и единицы, то есть если говорить о тысячах, заключили договора. Есть такая практика, которую мы сегодня наблюдаем. Умышленно собирается мусор в торговых центрах, в магазинах за 200 рублей, которые прошлогодние цены, и подсыпается к нам в жилой сектор. Эти факты есть, и мы их подтвердим. Только не нужно времени немного. С этим надо тоже считаться. 2 года готовилась реформа, о которой вы говорите. И город на сегодняшний день мы принимаем город, понимая о том, что за 2 месяца, которые нам предстоит что-то сделать и так далее, это реально не те цифры и реально не тот срок, когда можно было приготовить, объехать лето. При этом нужно отмечать, что количество санитарных точек в зимний период сокращается в разы, особенно в частном секторе. Люди просто не выезжают на даче, там тоже есть санитарные точки. В частном секторе люди сильно меньше, потому что они меньше работают, тут же огороды, еще что-то. Потом надо понимать, что мы в зиму все завышим на балконы, а весной выносим. И это тоже такой переходный фактор. Мы сегодня находимся на переходном периоде. Мы знаем, как делать. Мы делали это. И на сегодняшний день я могу вам доложить о том, что на территории города Якутска работают мусоровозы, которые не полностью, еще раз подтверждаем, но они выполняют свою работу. Мы будем наращивать это. 500 баков, которые мы собираемся привезти, это как раз те баки, которые нам сегодня необходимо по заявке, которые нам будут обращаться жители, дополнять в онлайн-режиме к этим санитарным точкам, которые должны войти в общую схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Это процесс. За один день этого не решить. Этому не удалось многим городам и многим территориям Российской Федерации. А мы это сделали, потому что мы делали в январь-февраль месяц. У нас есть четкое понимание, что нам необходимо разделить в наших кварталах, куда уже устроен мусор. Кстати, хочу заметить вам, мы этим занялись еще в ноябре месяце. Мы начали подготавливать выгребные ямы для жидких бытовых отходов и рядом готовить санитарные точки для сухого мусора. Раньше этого не было. Мы думали об этом. Мы понимали, что у нас сегодня бюджет сформированный в октябре, в ноябре месяце, такой, как есть, который мы приняли в сентябре. И добавить туда ничего не могли. Кстати, замечу вам, вот эти баки мы будем наращивать и по поступлению денежных сроков корректировать, и мы будем это делать. Поэтому здесь у нас лаконичная задача у всех вместе, я обращаюсь к предпринимателям в первую очередь, убрать город. Я с пониманием отношусь к тому, что нужно зарабатывать. Вам, прежде всего, город на этом, соответственно, ничего не имеет. Оператор работает в полную силу, как может. Мы ему, кстати, помогаем, и это никто не скрывает, потому что это доля нашего, часть нашего муниципального хозяйства. При этом хочу отметить, надо еще понимать о том, что нужно разделить проблемы, которые сегодня созданы. Мусор отдельно, деньги отдельно и проблемы отдельно. С деньгами понятно. Надо улаживать, надо понимать, надо согласительные комиссии, учитывать все. С мусором понятно, его нужно убирать. А что сделать с таким законом, который сегодня не предусмотрел на 100 миллионов рублей в городе Якутске вывоз жидких бытовых отходов? На планете Земля уже не существует такого понятия вообще, и в законе его нет. Сегодня мы работаем с законодателем. Мы стараемся эту ситуацию уладить и вырулить. Нам его спустили, и мы должны выполнять закон. Закон равен для всех. Если мы его выполнять не будем, соответственно, мы, как муниципальные служащие, будем саботировать его и нести за это ответственность. Поэтому я, уважаемые друзья, хочу вам сказать о том, что МинЖКХ, служба эксплуатации городского хозяйства вместе с нами, оператор в том числе, мы работаем над точками,
где нам дополнить, где нам эти точки установить. Мы работаем с жилым фондом на сегодняшний день, чтобы мы могли добавить эти точки, даже пока не внося его в схему, потому что действительно мусор становится больше, везде это всегда так было. Мы стараемся эту ситуацию уладить с операторами, и буквально 3 дня со 2 числа, вот ситуацию, которая у нас произошла, мы ее пытаемся на территориях следующим образом организовать. В каждом округе закреплены с округов специалисты, которые объезжают регулярно по территории, отзваниваются оператору точечно. А у оператора, у жилого сервиса есть свои специалисты, которые непосредственно мастера по округам, которые смотрят за этими санитарными точками. Мониторинг ведется практически через каждых 6 часов. Если точка через 6 часов не убрана, выезжает машина. Муниципальные точки, о которых идет речь, они уже существуют. Вот только вот интересно, где они существуют, в реальности или на бумаге. Как известно, у нас все конечные маршруты автобусов, да, все конечки оборудованы баками. Так вот, кое-где написано 2 бака стоит, каждый день вывозится, но там их глаза никто не видел. Ну, к примеру говорю, да? Поэтому меня и волнует, что если будет наращиваться, а оно должно наращиваться, да, количество муниципальных баков, то как оно будет контролироваться и как оно будет из бюджета оплачиваться, если даже сейчас отсутствует этот самый перечень, да, реестр санитарных точек, который должен был город вести с 1 января. И даже там сейчас отражаются какие-то левые баки, которых не существует в природе. А дальше-то, извините меня, еще 500 баков, еще 500 баков. А как это все будет учитываться? Ведь если даже сейчас учета этого нет. И я спрашиваю именно о тех муниципальных санитарных точках, которые уже, ну, вроде как существуют. Давайте ту область, которую вы контролируете, части я отвечу, части конечных остановок, конечные остановки мы с предпринимателями, кто занимается перевозом, пассажирскими перевозками, мы их закрепили за ними, они эти точки оплачивают операторам, значит, где большие накопления, которые в виде медцентра, где очень много мусора, так далее, мы разделили на часть, значит, как говорится, часть убирает оператор, а часть убирает предприниматель. Это части санитарных точек, которые вот, на конечных остановках. Остальные санитарные точки вот сейчас Денис Валентинович вам будет. Значит, вы совершенно правильно, Анна Николаевна, говорите, что долгое время мы 6.9, по-моему, старая такая статья была, поменяли 6.25 административного кодекса Республики Саха-Якутия, и он был включен. Замечу вам, предприниматели, чтобы вы понимали, и оператор, первый раз вы получаете, выписываем вам штраф на 3.10, второй раз 10.50, третий раз 50%. Как вам такая цифра? Владимир Ильич, сколько актов составила административная комиссия и округов по факту переполненных точек? Административная комиссия здесь? Нету. Я скажу, это немного, Наталья Николаевна, немного. При этом я замечу вам, это умышленная такая акция, потому что, согласитесь, люди, которые сегодня в таком положении, кстати, предприниматели, я к вам обращаюсь, как вам будет, если мы выйдем к вам, зачистим точки, которыми вы не заключили договора, и мы вас по этим тарифам начнем каждый день приезжать, вы не заключили договора, индивидуальные предприниматели, и мы начинаем по этим точкам с вами работать. Поэтому вчера у нас у прокурора была встреча в республике, и мы, в общем-то, договорились так, чтобы это было без компанейщины, и мы не ездили сегодня и не, так скажем, не наказывали предпринимателей за отсутствие договоров. Я в самом начале это об этом сказал. Владимир Юрьевич, пожалуйста, грубо говоря, стрелки не переводите. И речь идет не о санитарных точках предпринимателей. Речь идет о санитарных точках многоквартирных домов, за которые ранее управляющие компании беспощадно штрафовали день в день. Сейчас таких точек по городу сотни. Я еще говорю, там тоже есть управляющие компании, заключенные договора. Вы настаиваете, чтобы мы проехали и наказывали предпринимателей всех подряд? Мы это сделаем. В чем здесь предприниматели? В чем здесь предприниматели? Управляющие компании сейчас у вас... Уважаемые товарищи, я хотел вам сказать следующее по поводу общественных точек. Значит, все точки, которые устанавливает именно муниципальная власть на своей земле, а их очень большое количество. Вся Марха, например, да, как часть города обслуживается общественными точками. Все точки, которые мы видим в ИЖС, это все общественные точки. Именно
их действительно большое количество. Контейнерный парк финансируется за счет, соответственно, муниципальных средств. Строительство этих точек финансируется за счет муниципальных средств. А в Марке на протяжении 3 предыдущих лет вообще проводился социальный эксперимент. Значит, когда поселок, которым ранее, населенный пункт, в котором ранее не было совсем контейнерных площадок, муниципальное образование за свой счет построило эти площадки, за свой счет вывозило оттуда отходы. И при этом, кстати, не могло никак добиться оплаты от населения за вывоз этих отходов. То есть, если я правильно помню статистику, меня могут поправить, менее 3% населения на декабрь прошлого года заключило договор. То есть пользовались все, кидали мусор все, требовали вывоза отходов все, а вот платило 3%. Это вот по Марке статистика такая у нас. Баков именно? Но вот смотрите, всего точек в городе, по-моему, я могу ошибаться, порядка, да, по-моему, вы держите такие цифры в голове, я не вижу. По-моему, около 2500 точек, да? Из них общественных, по-моему, около 500, по-моему, да? 450 общественных точек. Но умножьте в среднем на 3 контейнера, получите количество контейнеров на общественных точек. Уважаемые предприниматели и сейчас коалиционный совет, то есть совместное с ОМФ было слово в целом. Но давайте я, к сожалению, вынужден сейчас покинуть эту зал, да. Я хочу всех уверить в том, что мы будем город убирать, мы этим занимаемся, никто не сложил руки, и у нас пошаговая есть программа, что делать. Наращивать технику, договориться с предпринимателями, брать в аренду и прочие вещи, которые нам необходимо делать в городе города. Наша лаконичная задача администрации города, чтобы город убирался. Тарифы, да, надо решать. Взаимоотношения, да, надо налаживать. Но давайте это будем без личных обвинений и так далее. Я Владимир Юрьевич один вопрос задам, позволите, да? Владимир Юрьевич, вопрос. Муниципальные точки, да? Их сколько должно быть организовано для схемы, то есть с учетом санкт-норм, то есть не дальше 200 метров? Сколько каждая точка будет стоить и что уже для этого сделано? Спасибо. Вы мне хотите экзамен здесь устроить по цифрам? Нет, зачем экзамен? По факту, сколько должно быть санитарных точек? Они должны быть готовы к первому человеку. А в законе какие цифры написаны? Вы перестаньте, давайте. Сегодня в городе Якутске формируется схема, которая онлайн корректируется, и мы ее в режиме смотрим, даже оператор сегодня точные данные не знает, потому что нам его спустили, мы 5 дней работаем. Каждый предприниматель знает свою область ответственности, количество точек. Сейчас мы сказали, какой по санкт-нормам. В частном секторе закон действует с 1 января 2012 года. А не 5 дней, я извиняюсь, могу вопрос. Все, Нет, да? Можно представителя перевозчиков? Представителя. Сиденко Елена Геннадьевна, представитель ассоциации по организации по обращению с отходами Республики Саха-Якутия. Это те организации, благодаря которым после Нового года и до 28 февраля в нашем городе было чисто, несмотря на то, что нам деньги до сих пор не заплатили. Но сейчас я хочу все-таки сказать, ряд вопросов, которые поставлены сейчас на круглом столе, и эти вопросы ставились не только сейчас, они ставились и в конце декабря прошлого года, и в начале этого года. Круглые столы были разнообразные и при Илтумене, и при Общенародном Российском фронте. Они все сводятся к одному – к несовершенству территориальной схемы. Здесь мы полностью согласны с Общенародным фронтом, и все проблемы идут от этого. Мы неоднократно предлагали и депутатам, и министру жилищно-коммунального хозяйства воспользоваться данным правом статьей 29.1 Федерального закона 89 об отходах производства и потребления и отложить введение в действие работы регионального оператора. Закон предполагает, что можно разработать этапность внедрения данной мусорной реформы.
Почему до настоящего времени этим не воспользовались, это остается вопрос открытым. Дело-то в том, что данная территориальная схема нами оспорена, и есть решение Верховного суда Российской Федерации, которое в целом, целый том территориальной схемы обращения именно с отходами делает ее недействительной. И та фикция, которой воспользовалось Министерство ЖКХ и просто задним числом утвердило приказ, мы смотрели на сайте, в сентябре месяце не было этого приказа, потом вдруг с изменением законодательства приказ об утверждении территориальной схемы якобы во исполнение решения арбитражного суда появляется на сайте. При этом всю эту территориальную схему я лично осмотрела, внесены изменения в качестве дополнения одного лицензированного предприятия, это ИП Петров, который ранее отсутствовал в этой территориальной схеме. А такие важные моменты, как перечень источников отходов, разделение по видам и классам отходов, указание именно потоков движения отходов, то, с чем столкнулись мы сейчас в территориальной схеме, как ранее отсутствовало, так и сейчас отсутствует. Но, к сожалению, никому, ни органам прокуратуры, ни Росприроднадзору, никому до этого нет дела. Хотя мы это уже публиковали даже в СМИ. Вот почему именно важен раздельный сбор? Здесь все говорят о тарифах. Тарифы, методические рекомендации предполагают, что можно делать раздельно по видам и классам отходов. В тариф на захоронение у нас вошли в том числе плата за негативное воздействие. Это 85 рублей за тонну. 38 раз, подумайте, 38 раз дешевле плата за отходы 5 класса. И вы вправе потребовать от Госкомцен пересмотра тарифа, потому что, извините, 85 рублей в талоне, который стоит сейчас 387 рублей 41 копейка, это значительная часть, согласитесь. Вот. Теперь следующее. Начисление по нормативу. Это вообще вот нонсенс, понимаете, нонсенс. Тогда, когда мы возили и вывозили по факту, и брали с управляющей компании или с ТСЖ именно по факту, ни у кого не возникало вопросов ни о проделанной работе, ни о справедливости начисления цены, ни у кого не возникало вопросов. Сейчас у нас, пожалуйста, пример, его уже везде пишут, ТСЖ Тимирязева 53. Я вывозила у них отходы. У них был длящийся договор, они не заключили договор с региональным оператором и со мной не расторгли договор. Кстати, эти деньги, Денис Валентинович, вам не предъявлены, чтобы вы там не говорили, для оплаты. Итак, ТСЖ в январе вывезла 2 бака, это 900 рублей, начислено им свыше 6 тысяч. О какой экономии у нас здесь речь? Все-таки нужно изменить систему начисления и платить все-таки за факт вывоза, а не неизвестный норматив. Между прочим, об этом говорил в своем послании и Владимир Владимирович Путин, и поддержало его правительство Российской Федерации. И господин Медведев точно так же говорит, что нельзя платить по всяким нормативам, нужно платить за вывоз отходов по факту. Теперь, у нас немаловажная составляющая в тарифе – это капитальное вложение. Вот здесь уже очень много говорили по поводу этих кап-вложений. Так почему, не инвестировав ни рубля, на сегодняшний день Госкомцен утверждает кап-вложения в тарифе и на захоронение отходов, и в тарифе на регионального оператора? В повестке дня было сказано, что будет присутствовать и представитель Госкомцен и прокуратуры. Видимо, их сегодня нет, и вопросы эти останутся в воздухе. И от нас было бы предложение, чтобы Общенародный фронт подал эти запросы от своего имени. Вот. Следующее. Отсутствие реального тарифа вызывает в том числе и ряд проблем у перевозчиков. Собственно говоря, вся эта сегодняшняя ситуация сложилась не потому, что мы такие плохие и хотим
какие-то свои ультиматумы здесь звучат. Нет, мы довозили положенную часть по договору, мы довозили и отработали честно, если вы можете судить по чистоте нашего города. Но сегодня нет системы, которая бы платила за фактически оказанную услугу. Для перевозчика не важно, чей он мусор везет, юридического лица, жилого фонда, управляющей компании, непосредственно жильцов, которые живут в этом доме. Для нас важно сделать город чистым. Мы готовы были работать, но, к сожалению, на сегодняшний день мы готовы, кстати, говорилось о том, что был объявлен конкурс и ни одной не было подано заявки. Да не было подано заявки, потому что если кто-то читал конкурсную документацию, он бы понял, что там просто неисполнимые требования ставятся региональным операторам. И задав запросы на разъяснение и получив разъяснения, которые нас не устроили, мы эту конкурсную документацию оспорили. 28 февраля УФАС вынес свое решение, и данная конкурсная документация оспорила. Поэтому нельзя говорить о том, что мы тут бездействуем или что-то саботируем. Мы не саботируем. Мы хотим работать честно, открыто, чтобы были прозрачные условия договора, чтобы было видно четкое количество. А что у нас содержала конкурсная документация? Если кому-то интересно, я могу привести здесь небольшие только цифры. У нас, пожалуйста, по конкурсной документации, по техническому заданию, у нас количество отходов, допустим, в Центральном округе 62 563 и 14 кубических метра. А по перечню тех санитарных точек и количеству баков и периодичности вывоза у нас получается 151 776 кубических метров. Это что? Это сразу говорит о том, что региональный оператор опять создает такую же ситуацию. Вы вывозите все, а заплатить я вам заплачу, может быть, по начислению. Эта ситуация недопустима. Далее, то, что сегодня происходит, это вообще уму непостижимая ситуация. Что допускается к перевозке? На сегодняшний день допускаются, у нас много фотофактов о том, что грузится мусор и в будки, и в самосвалы, и в манипуляторы. Кстати, да, в продуктовые будки, которые потом в магазины повезут продукты. И неизвестно, чем потом мы будем болеть, если такими машинами вывозится мусор. И это все делается с попустительства и городских властей, и органов прокуратуры. Вместо этого органы прокуратуры принялись проверять ассоциацию перевозчиков. Вот такая вот на сегодняшний день ситуация. Но все это я хотела донести до вас, что мы не саботажники какие-то. А на сегодняшний день та ситуация, которая сегодня сложилась, по сути дела, это выдавливание нас из этой сферы бизнеса. У нас уже несколько членов ассоциации подали заявление о том, что они переориентируют свой бизнес, закрывают его, продают свои мусоровозы и, по сути дела, уходят из этого бизнеса. А вот что у нас получится в итоге? Лучше ли будет городу, если у нас муниципалитет останется один-единственный перевозчик? И потом непонятная ситуация. Как будут подтверждать объемы на сегодняшний день? У нас учредитель, организация, которая размещает отходы, регионального оператора. Это что получается? Из одного кармана я буду перекладывать в другой карман. Одной рукой я буду подписывать от имени исполнителя, а другой рукой я буду подписывать от заказчика. Так, следующее. Пересмотреть и доработать территориальную схему обращения с отходами Республики Саха-Якутия. Разработать систему оплаты для образователей отходов и перевозчиков, позволяющую оплачивать за фактически образованный и фактически вывезенный мусор.
До пересмотра и утверждения рабочей территориальной схемы по обращению с отходами разработать план мероприятий по поэтапному внедрению деятельности регионального оператора на территории республики, воспользовавшись все-таки правом, предоставленным законодательством в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона 89 ФЗ об отходах производства и потребления. Спасибо. Что касаемо территориальной схемы, представлю Чан Валентин Конзикович, руководитель департамента коммунального комплекса Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Что касаемо территориальной схемы, действительно, в 2016 году схема была утверждена, в 2017 году данные были актуализированы. В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон об отходах производства твердых коммунальных отходов, на сегодняшний день Министерством проводятся конкурсные процедуры на определение исполнителя по разработке электронной модели территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому на сегодняшний день конкурсные процедуры идут, и к июню месяцу мы этот документ получим в электронном варианте, где будут все включены данные, актуализированы по санитарным точкам, а также схемам движения и так далее. Что касаемо нормативов, здесь необходимо пояснить, что нормативы были разработаны с учетом представленных данных муниципальных образований, городских округов. Во-вторых, был отобран исполнитель по замерам непосредственно факта образования отходов. То есть на период 4 сезонов исполнителем была проведена работа по замерам факта образования отходов. На основании этих данных был сформирован норматив. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление о том, что решение Верховного суда было исполнено номинально путем включения из одной фамилии всего лишь. Схема была актуализирована. Я не соглашусь, что номинально проведена работа. Большая работа была проведена. Между тем, мы сегодня в соответствии с внесенными изменениями в законодательство будем эту схему, повторюсь еще раз, актуализировать, и в электронной модели она будет разработана в текущем году. Можно вопрос? ЖКХ пока не отошел. Я вас правильно услышал? На сегодняшний момент нет еще сформированной схемы, правильно? Нет количества точек необходимых. Территориальная схема, она имеется. Просто мы сейчас в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон 89, должны территориальную схему разработать в электронной модели. Нет, я вас услышал до этого. Я вас спрашиваю другое. Количество санитарных точек в схеме все учтены, что требует согласно Санпин. Схема была актуализирована, повторюсь, в 2017 году. По этим данным были учтены все санитарные точки. То есть все санитарные точки в городе, которые должны быть, там учтены? На тот момент? Нет. Вы ответите да или нет. Прямой вопрос, прямой ответ. Все санитарные точки, которые необходимы для республики, потому что по республике сейчас разговариваем только по городу Иркутску, они все учтены и все существуют. То есть мы сейчас едем в любой населенный пункт, открываем схему и видим местонахождение санитарной точки не дальше 200 метров, как определяет Санпин. Правильно я вас слышу? Да или нет? На основании представленных данных органов местного самоуправления мы внесли эти данные. То есть да, На 17 мы сейчас берем схему, едем в любой населенный пункт, открываем эту схему, видим точку не дальше 200 метров. Правильно я вас услышал? На основании данных, еще раз повторюсь, муниципальных образований, по состоянию на 2017 год, это сейчас 19 год, сейчас мы актуализируем территориальную схему. Схему на 817. Ответ отрицательный. Сейчас нет, данные в лучшем случае 2017 года. Так у вас, извините, приказ вышел в сентябре 2018 года, а вы сейчас говорите о том, что данные у вас актуальны по состоянию на 2017 год. Это говорит о том, что это уже профанация такая. Да. Каким образом приказом от сентября 2018 года вы утвердили данные 2017 года, а данные 2017 года оспорены 25 июня 2017
2018 года. Я еще раз повторю. Мы в 2016 году разработали территориальную схему. Я у нас уже почти 2 часа. Я вам просто хочу сказать несколько слов. Первое. Тот, кто забывает историю, да, он обречен на то, чтобы повторить те ошибки, которые были допущены. В свое время у нас было спецавтохозяйство. Похоже, что мы наступаем на те же грани. Слава Богу, появились так называемые частники, которые нас спасли. Город Якутск спасли от мусорного коллапса, в котором мы сидели, а самые не могу назвать. И только благодаря им надо им сказать большое, огромное за это спасибо. Молодцы здесь. То, что создали регионального оператора, да, сделали глупость. Да, неподготовлены мы оказались. Да, мы просили и от имени общественного совета ЖКХ, и от других структур просили отложить, и просили даже Александра Сергеевича отложить это проведение этого выбора этого регионального оператора, так как не был готов. Ну, не был готов у нас региональный оператор. Чего уж, давайте друг друга не обманывать. Да и город Якутск не готов. Соты не готовы, и ЖЭС не готовы. Ни к чему мы не готовы оказались. То, что тут, господи, да мы с вами в правовом поле даже не сидим. Потому что один говорит, чьи баки. А баки-то, между прочим, обязанность сегодня регионального оператора по законодательству, а не муниципалитета, как некоторые говорят, как тоже Владимир Юрьевич, который 500 баков покупает. И это обязанность не собственников, а чисто только регионального оператора. А мы с вами, то есть управляющая компания КСЖ, вообще бесплатно им даем эти баки. Зачем? Непонятно, для чего мы это делаем. Я вообще, честно говоря, не могу понять. Теперь, если просто вот вернуться немного, на год назад, условно говоря, да, ТСЖ, управляющая компания, тихо и мирно была с точки вывоза мусора, да, убирался, все нормально, все окей, не было ни у кого вопросов. 150 рублей, от 150 до 250 рублей стоил вывоз одного бака. Нормально, управляющая компания ТСЖ даже при неполных платежах населения оставались и деньги на то, чтобы содержать санитарную точку. Баки ремонтировать, в конце концов, даже еще как-то улучшать, убирать вокруг этой санитарной точки и так далее, и так далее, и так далее. Оставались и деньги. Некоторые занимались откачкой воды, как Наталья Николаевна, да, или там другими мероприятиями, да, занимались. Это же здорово было. А где деньги такие? У нас сейчас в 2,5 раза поднялся тариф, да? Поднялся тариф. Все вроде платят. А денег ни у кого нет. Эти, которые перевозчики, они же остались практически на тех же условиях. Так а где деньги-то? Что говорить? А где полигона нового нету? То есть, допустим, условия на старый полигон. Куда вы денег вкладываете? А что, если его нету? Как так? Виталий, теперь я вот свои предложения. Первое, да, я поддерживаю еще раз Наталью Николаевну, надо и поддерживаю ассоциацию перевозчиков в каком плане? В плане раздельного мусора. Еще раз, давайте здесь поставим точку. Раздельный мусор. Раз, по факту вывоз. Два, но по факту вывоз не так, как сегодня предлагает региональный оператор, потому что мы взяли, посчитали, получается, что мы в убытке. То есть, условно говоря, да, мы посчитали сегодня там по количеству баков, да, которые вывозим, да, и по тем нормам, которые сегодня там условно. Вот смотрите, 97 рублей было в прошлом году на полигон сдавали. Да, ну то есть региональный РЭК об этом говорит. Сегодня 327 или там 367 рублей. Во сколько раз поднялся полигон? Так извините, а что на этом полигоне изменилось? Может что-то там улучшить? Нет. И культивация, между прочим, за счет федеральных денег, старого полигона. Новый полигон, непонятно, за наши деньги создается. Если инвестор, черт побери, сделай как график. Построй, дай нам, а тогда мы тебе будем платить. Но у нас же нет, получается, мы с вами вкладываем туда деньги, черт побери. Вы сами в этом, вообще в удовольствие получится. Я не понимаю, честно говоря. Давайте вот еще раз упрямся на раздельный мусор раз, по факту посмотреть два, и по сжатию и разжатию вот этих вещей посмотреть три. И если у вас координационный совет по предпринимателю, ну пожалуйста, я задавал вопрос год-два назад, еще при управлении Александра Сергеевича говорю, где наши предприниматели, которые готовы перерабатывать пластик, картон, бумагу, там, стекло и так далее, и так далее. Давайте сделаем призыв здесь, поищем их. А при необходимости, если уж не будет такой рентабельности, давайте вывозить в Новосибирск, Красноярск, куда угодно.
У каждого, как говорится, своя жуткая история в запасе есть, да? Некоторые придут домой и увидят там очередную жуткую историю в виде бака. Я лично считаю, да, что не нужно ковыряться в пунктах закона, там, в федеральном законе, там, каких-то подзаконных актах, территориальных схемах. Я вам так скажу, надо менять этого оператора, вот и все. Это правильно. Надо менять оператора. И в первую очередь, да, для того, чтобы этот полигон, который рано или поздно будет построен, чтобы он принадлежал городу и горожанам. Только ради одного этого стоит сменить оператора. Все знают, каким макаром, да, этот иностранный капитал вдруг внезапно появился в городе Якутске. Все в курсе, какая там крыша. Так я считаю, что нужно этого оператора с этого рынка попросить на тех законных основаниях, которые дает нам условия тендера. И должен быть у города свой оператор, который никуда не убежит, в Эстонию не переедет, офшоров не имеет, и который не будет с нас до конца деньги за наш же полигон, на нашей земле, за наши деньги построенный, еще и аренду драть всю эту жизнь оставшуюся. Поэтому я вот, допустим, да, вот такое предложение вношу, чтобы руководство республики, и чтобы руководство города призадумалось на эту тему, и все-таки приняли решение о том, чтобы данного оператора с рынка убрать и создавать уже нормального, адекватного. Учитывая все уже предложения. Я правильно понял, вы предлагаете провести повторный конкурс на выборы регионального оператора? Конечно. После утверждения рабочей схемы. И вот сейчас как раз-таки можно будет учесть все те ошибки, да, которые были допущены, доделать все дела, которые оказались недоделанными. А то вот из этих вот всех красивых выступлений я сделала только один вывод. Никто не знает, сколько в городе санитарных точек, никто не знает, сколько их должно быть, никто не знает, сколько из них муниципальные, никто не знает, сколько за них точно платится, никто не знает, сколько юрлиц не заключили договор и тому подобное. То есть никто ничего не знает. Да, нужно еще время для того, чтобы все это привести в соответствие. И поэтому, естественно, что должно быть? Должны быть отменены одни условия тендера, ну, то есть итоги тендера, и должны быть в последующем другие. Но уже после того, как каждый из этих звеньев этой цепи, да, додумается, наконец, своей башкой, да, и сделает то, что должен был сделать еще год и два назад. И вот тогда, да, действительно, можно было бы этого оператора запускать в город и нормально с ним работать. И при этом я абсолютно уверена, что если это был бы наш местный оператор, то перевозчики не потеряли бы этот рынок и остались бы на рабочих местах. А в городе было бы Спасибо, чисто. предложение услышано, которое было отменено Верховным судом, исполнена актуализация. Надо ставить вопрос, надо садиться с Министерством ЖКХ и рассматривать этот вопрос. Далее у нас запланировано, дата пока неизвестна, запланировано совместное заседание Министерства ЖКХ и Координационного совета по вопросам изменения договоров. Тех заинтересованных я предлагаю обращаться в Координационный совет информации, мы постараемся пригласить вас. Вот. Что еще? Очень важно определить вопрос фиксации вывоза мусора, то есть сколько мусора вывозится по факту. Как это фиксировать, чтобы в следующий раз, когда люди будут заключать прямые договора с оператором, не было вот этой проблемы, которая у нас возникла сейчас, когда 2 месяца возили люди мусор, а потом отказались принимать объемы. Потому что у нас по нормативам одно выходит, а то, что вы вывезли реально, ну это неправильно. Что им надо было? 2 бака вывозили, 1 оставлять переполнен?